наболела текучесть кадров в медицине и на скорой помощи, да. Молодежь к нам работать не очень-то стремится, хотя молодые сотрудники есть, но на такую зарплату, которую мы получаем, даже со всеми надбавками, особо не разгуляешься, мягко говоря. Дополнительные смены, дополнительные ставки. Радует, что сплоченный коллектив. Вот, друг за друга стоим горой. Вот. Очень раздражает обстановка с качеством дорожного полотна. От Ухты до Яриги, от Яриги до Шутаяга. В прямом смысле слова больные подпрыгивают до потолка на этих ямах. Число больниц в Коме сократилось в 3 раза. Низкие зарплаты, проблемы с транспортом, нехватка оборудования – все это привело к тому, что молодые специалисты стремятся покинуть регион. У наших чиновников на большее как запретить или сократить не хватает их высшего образования. Водитель скорой в Сыктывкаре, мы готовы митинговать. Предоставлением карет скорой и услуг водителей займутся сторонние организации, выигравшие конкурс. Скорая помощь Сыктывкара начала покупать машины с водителями. Учреждения здравоохранения постепенно переходят на аутсорсинг. Скорой, как в любой бюджетной организации, так, сработали по нолям, это уже прекрасно. Частнику же нужна прибыль. Где ее брать? Сокращать. Если смотреть на опыт других регионов, где уже работают на аутсорсинге, начнут с зарплат. И наш главный врач Филиппов заявлял перед коллективом, что в первую очередь обслуживаются именно платные вызовы, а не экстренные, первой, второй и третьей категории. Народ об этом не знает, не задумывается. Поэтому и надеемся, что люди нас услышат. Поймут, что мы не только за свои шкуры трясемся. Что перевод на предпринимательские колеса всего одного отдела скорой может обернуться трагедиями. И для нас, и для вас. В конце прошлого года министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сообщил, что штат врачей в регионе укомплектован на 52,4%, то есть фактически из 2 необходимых работает 1. С тех пор, как сообщила общественному контролю председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Ольга Федулова, кадровый голод в отрасли остался на прежнем уровне. Кроме того, врачи и медсестры стареют, а молодежь не торопится отправляться в Воркуту или Печору, поскольку средняя заработная плата молодых врачей составляет всего 15 тысяч рублей.